Стоимость топлива, вне всякого сомнения, входит в перечень тем, наиболее горячо обсуждаемых в мире. Открывая социальные сети, можно столкнуться с такими громкими заголовками, как «Цены на топливо достигли рекордных значений», «Растет стоимость бензина на бирже», «Бензин и дизельное топливо подорожали на российских АЗС» и многое другое. Такая тенденция наблюдается и в Абхазии. Между тем, активист Жансу Хадлейба объявил о начале голодовки из-за поднятия цен на топливо в республике. Акция началась 12 июня на площади Свободы в Сухуми и продолжается по сей день. 13 июня Джансуха Адлейба пригласили в Министерство экономики на встречу с представителями топливных компаний, которые рассказали ему о формировании цен, о причинах и предпосылках их роста. При этом участники встречи выразили готовность предоставить необходимые документы, подтверждающие ситуацию с повышением цен. Имею ли я право? Я обращаюсь к вам с просьбой. Значит, можете ли вы, считаете ли вы нужным? Вообще, могло бы это быть в свободном доступе? Если невозможно, предоставить мне все обращения, договора, соглашения. 18%, чтобы ты понимал, да? Вот мы купили за 10 рублей в России бензин. Вот он стоит 10 рублей, надо с этим смириться, нам дешевле его не дадут. Либо мы должны купить какой-то самовар, качество которого будет под вопросом, привезти сюда и все машины встанут, да, за 5 рублей. Либо мы должны купить качественный у производителя бензин, привезти его сюда. Никто не говорит о том, что вы из этого кабинета должны были уйти с мыслью, что вы всех поняли, вы со всеми согласны. Представители компании сказали, что все документы, которые вам необходимы, они готовы показать. Если есть такая у вас возможность, если у вас есть юрист, которому вы доверяете, при необходимости я тоже могу поехать с вами, мы поедем в каждую из этих компаний. Я буду, если хотите, меня там не будет. Они вам покажут эти документы, человек, которому вы доверяете, проверит. Это ведь то, чего вы хотели, вам покажут эти документы, никто не отнекивается, никто не говорит, что мы их от вас спрячем. Спасибо за такую готовность, я подумаю. С той встречи прошло уже 9 дней, а Джансу Хадлейба все еще продолжает акцию голодовки. На наш вопрос, почему бы вам не сесть за стол переговоров с представителями топливных компаний с привлечением своего юриста, Джансу Хадлейба ответил так. Один день уделил одной топливной компании, во второй день в другой, и так до бесконечности. То есть, как минимум 5-7 дней мне надо было бы, чтобы разобраться с этими документами. Но так как я, значит, не вижу в этом перспективу, так как не являюсь юристом, решил, значит, предоставить такую возможность законодательной власти. У нас 35 депутатов парламента. Выяснилось, что они до меня был запрос, значит, по тем же вопросам. Во избежание того, чтобы им не мешать, я перенаправил этот пакет документов в законодательную власть. Там не все документы были, там шла речь только об одной топливной компании. У нас их 5. Помимо топливных компаний, значит, речь шла о договорах, о соглашениях, о квотах и всех юридических документов от А до Я. И, честно вам скажу, я не в том состоянии, чтобы этими делами заниматься. 22 июня в парламенте Абхазии состоялось расширенное заседание Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. На заседание были приглашены министр экономики Кристина Узган и представители топливных компаний. На повестке дня был один вопрос – ценообразование на горюче-смазочные материалы и значительный рост розничных цен на топливо. После мартовского решения правительства, значит, были опасения, были предпосылки, и такие заявки поступали от топливных компаний о том, что цена на рынке существенно меняется и может произойти существенное увеличение. Поэтому в период апрель-май компании постарались в определенном количестве приобрести топливо для того, чтобы не образовался дефицит. На данный момент есть незначительное снижение, значит, цен на нефтепродукты, и, соответственно, в зависимости от цены поставки, цены как в опте, так и в рознице, соответственно, зеркально будут меняться. При реализации необходимо учитывать, значит, кроме стоимости поставки, остатки, которые имеются в организациях, закупленные по старой цене. Вот мы купили за 44 рубля, да? Мы купили у поставщика. В эту стоимость входит логистика. То есть мы по этой цене получили топливо на границе Абхазии и России на станции «Веселая экспортная».
Дальше мы должны его сюда привезти, очистить таможенный. Хотите цифры, назову прямо копейки. Пожалуйста, смотрите. Пожалуйста, вот смотрите. Хорошо, объясняю. 11% у нас таможенная очистка получается. Дальше 350 рублей – это услуги АЖД. На тонну все говорю. Все говорю на тонну. Умножайте на тонну. Дальше 50 рублей на тонну – это ГУ, это разрешение, ну это российская такая бумажка, которая необходима для прохождения. В итоге, хорошо, разница между закупочной ценой и ценой, которую мы получаем уже на АЗС, составляет 8258 рублей. Это все расходы, включая НДС, там, таможенные платежи, в общем, все расходы. На тонну. В итоге у нас 50-51 рубль на литр получается. Вот мы получаем это уже для реализации. Членов парламентского комитета интересовал вопрос, почему в Южной Осетии топливо различного вида дешевле, чем в Абхазии. Как пояснил гендиректор топливной компании «Пснойл» Олег Лакоба, этому способствует ряд причин. Например, в Южную Осетию топливо прибывает более коротким путем, чем в Абхазию. Учитывая, что в Северной Осетии есть нефтебазы, откуда потребляется топливо в Южную Осетию, откуда оно доставляется и откуда оно туда прибывает. И тут же связь с объемами, да, соответственно, небольшие объемы, которые требуются Южной Осетии, могут покрываться небольшими объемами, которые они получают с нефтебаз из соседней своей республики. Олег Лакоба также пояснил, почему в Российской Федерации розничная цена топлива дешевле, чем экспортная. Стоимость бензина привязана к стоимости сырой нефти, сырья, из которого его производят. Соответственно, экспортная цена формируется таким же образом. Когда производитель производит топливо, он продает его на внутренний рынок и на экспорт, соответственно. Да, куда выгоднее продавать, туда и продают. Вот на тот момент, когда у нас цена была дешевле, чем в Российской Федерации, конъюнктура, извиняюсь за выражение, рынка была такова, что экспортная цена была дешевле, чем внутрироссийская. Соответственно, мы покупали по экспортной цене, вот все, кто покупал, в том числе Абхазтоп, все покупали топливо у производителей, у заводов, по экспортной цене, которая была ниже. Привозили сюда, добавляли свою наценку, неограниченную на тот момент ничем, и продавали каждый, исходя из своих соображений. Да, и, в итоге получалось, что цена дешевле. Потом, когда нефть пошла, когда нефть пошла вверх, соответственно, этот дисбаланс поменялся в обратную сторону. И внутренняя цена российская стала ниже экспортной цены. Но чтобы не оголить российский рынок, то есть производителю выгодно было все продавать за валюту и на внешний рынок, да, чтобы не оголить внутренний рынок, да, ввелся вот этот механизм компенсирования, который из бюджета Российской Федерации, да, производителям доплачивают просто эту разницу между экспортной и внутренней ценой, для того, чтобы производитель не останавливал свои потоки продаж на внутренний рынок, при этом не теряя средств. То есть для внутреннего рынка Российской Федерации, для конечного потребителя на пистолете ничего не изменилось, потому что продавец-производитель компенсирует свои доходы за счет выплат из бюджета. А цену внешнюю никто не регулирует, ее регулирует как бы биржа. Так как Абхазия является независимым государством с точки зрения российских таможенных и налоговых органов и всех государственных структур, на нашу республику распространяются те же правила экспорта, как и на другие страны, добавил Лакоба. Экспортная цена, вот все, кто закупает топливо, работают по контрактам с заводами-производителями. Да, сейчас уже не с заводами, я до этого тоже дойду. До этого работали с заводами. Нам производитель или наш контрагент в ежемесячном или в еженедельном режиме присылает свое предложение, оферту, да, с предложением цен, что мы готовы вам продать топливо таких марок, конечно. Но для нас это экспортная цена, и для них это экспортная цена. Антимонопольная служба следит за соблюдением законодательства, в том числе вопросов того же обратного акциза, иначе демпфера, что прописано в Налоговом кодексе Российской Федерации. И в момент, когда экспортер из Российской Федерации выставляет коммерческое предложение, организация, которая является
участником внешнеэкономической деятельности и имеет необходимый... Я к этому иду. На сайте антимонопольной службы участники этого рынка, в случае, если они зарегистрированы в российских органах, сейчас, правда, точно не могу сказать, какой из органов за это отвечает, но предоставляется доступ к функционалу, это, насколько я помню, еще и платная подписка, которая позволяет проверять, насколько адекватна соответствующей дате цена, по которой предлагается купить топливо. И на сайте антимонопольной службы, вводя там сведения о заводе, либо о посреднике, который участвует в сделке, о виде нефтепродуктов, о дате приобретения, можно проверить, насколько адекватно соответствует действительности эта цена. Цены на нефтепродукты, поставляемые в республику, складываются из биржевой стоимости в Российской Федерации, экспортных таможенных платежей и расходов на поставку. С ноября 2020 года биржевые индексы повысились. Это привело к значительному повышению розничных цен. Ни одна из наших компаний не смогла выйти напрямую на биржу и покупать, соответственно, там все компании покупают топливо у трейдеров. У нас никакой монополии на поставки топлива в республике не существует. Вы можете получить лицензию и попытаться ввести топливо в требуемом в республике Абхазия количество, выйти напрямую на биржу. Да, у нас компании непосредственно занимались этим вопросом по нашему поручению. Занимался этим АЗИД, занимался этим. А мы зачем должны заниматься этим вопросом? Есть условия, которые должны выполнить компании. Они не могут быть исключительными для Республики Абхазия, Реза Платонович. Вы же это прекрасно понимаете. И не может выйти на биржу непосредственно напрямую, Хан Валерьевич. Не может. Поверьте, уважаемые коллеги, если это было бы возможно, нам эти потрясения социально-экономического характера, да, и такое давление, которое мы испытываем, точно никто не преследовал такую цель. Если это было бы возможно, поверьте, мы бы использовали бы все механизмы. Мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Но есть пределы возможного и пределы невозможного. Чтобы Абхазия не испытывала дефицита топлива, в разное время в республике реализуется от 2 до 4 тонн ГСМ. Горючее своевременно должно зайти в республику и удовлетворить спрос, а именно сезонный. Так увеличивается в 2 раза в летний период и снижается в зимний. Из всех поставщиков, значит, удельный вес потребления рынка, да, распределяется следующим образом. Там 50% это Роснефть, порядка 16-18% это АЗИД, порядка 12% это Алхан и порядка 6% это, значит, Апснеойл. И, соответственно, там у нас появились 1 или 2 поставщика, которые незначительный объем, соответственно, поставляли в республику. И надо понимать, что есть компании, которые имеют свои сети АЗК, и, соответственно, они должны удовлетворять спрос непосредственно сети АЗК и тех, кто приобретает топливо мелким оптом и дальше уже в остальной части розничной сети. Для того, чтобы не было дефицита, компании производят расчет, какой объем топлива им нужен ежемесячно, исходя из ежесуточного потребления. Поэтому компании, соответственно, приобретают топливо. Что касается непосредственно апреля и мая месяца, с учетом того, что происходило в марте, в апреле, коллеги могут посмотреть, что было с ценами на тот период. Компании, безусловно, чтобы избежать дефицит, закупили определенный объем топлива, который, естественно, уменьшается с каждым днем. И данные поставки, и данная цена, в данном случае, которая сегодня, значит, зафиксирована на стелах у, значит, компаний, которые реализуют топливо, она сформирована непосредственно исходя из цены поставки. Компании пытаются держать баланс за счет снижения цены на топливо, допустим, марки 92 и дизельного топлива, за счет, значит, цены на 95 и, значит, с октановым числом более. Поэтому в данном случае, да, сразу упреждая вопрос, который может прозвучать, почему сейчас, допустим, цена меняется, а цена на стелах зеркально не меняется, она не может зеркально ежесуточно меняться, потому что это непрерывный процесс. И предыдущая поставка имеет значение, остатки имеют значение. И, соответственно, когда поступит следующий товар, тоже имеет значение. Поэтому в данном случае ожидать от компании, что они в день, когда на бирже упадет цена в 2 раза, что она в этот же день упадет в республике, это невозможно требовать.
Депутат парламента Кан Гварча задал вопрос по поводу заявления госкомпании «Абхазтоп» о готовности поставлять топливо по более низкой цене. По его мнению, Министерство экономики искусственно создает проблему. Ставить справку, какой объем дивидендов был недополучен бюджетом и непосредственно не был отправлен в компанию для того, чтобы она могла закупать топливо. Это один момент. Второй момент. В 2021 году для того, чтобы компания могла самостоятельно закупать топливо и наращивать свои финансовые возможности, Министерство экономики согласовало возможность получения кредита в объеме 25 миллионов рублей. Значит, кредитный договор был подписан в сентябре месяце. Была осуществлена оплата поставки, которая фактически в республику поступила в феврале месяце. Есть нюансы, возможно, объективного и субъективного характера, которые нам не гарантируют, что компания в данном случае на такие средства может обеспечить республику. Я еще раз возвращаюсь к тому объему, который потребляет республика. Для того, чтобы компания могла стать монополистом и полноценно регулировать данный процесс и по поставкам, и по ценообразованию, значит, ее нужно снабдить соответствующим финансовым ресурсом. Я хочу спросить, у нас есть такой финансовый ресурс, Кан Валерьевич? Вы депутат не первого созыва, и вы очень хорошо знаете бюджетные возможности Республики Абхазия. Вы мне скажите, где такой объем средств вы собирались бы изыскать. Я возвращаюсь к началу своего ответа, что Республика в виде дивидендов не получила порядка до 400 миллионов рублей. Вот вам ответ на этот вопрос. Депутаты также отметили, что в обществе бытует мнение, что появление АЗС-подорожника влияет на ценообразование на нефтепродукты. Ну, тут вопрос такой, вы понимаете. Можно много доводов привести, но есть цифры, а цифры вещь упрямая. Значит, на рынок нефтепродуктов самый большой удельный вес приходится на компанию «Роснефть» – 51%. Еще раз говорю, на «Азит» приходится 16%, на «Алхан» порядка 12% и 6% – это подорожник. Ну, я просто в данном случае сама задаюсь вопросом, когда люди такие вопросы задают, они же наверняка понимают, о чем речь идет. Как может в данном случае основной объем нефтепродуктов, когда поставляется другими организациями, как в данном случае может организация с наименьшим объемом поставок и участия на рынке влиять на этот процесс? Вот для меня это, честно говоря, выглядит немножко абсурдно. Я понимаю, что, возможно, есть у кого-то какие-то эмоции, фобии по этому поводу, но это не больше, чем фобии. Это первое. Второе, что хочу сказать, что информацию в Министерстве юстиции может запросить любой депутат и получить исчерпывающую информацию. Любые обвинения в этот адрес должны быть аргументированы и подтверждены документом. Поэтому я на этот вопрос отвечу именно так. В целях урегулирования проблемы президент Абхазии дважды в сентябре 2021 года и в марте 2022 официально обращался к правительству России и компании «Роснефть» с ходатайством пересмотреть механизм ценообразования при поставках нефтепродуктов в Абхазию. С таким же ходатайством в марте 2022 года премьер-министр Александр Ангваб обратился к председателю правительства России, а Министерство экономики Абхазии к Министерству энергетики России. Вопрос ценообразования на нефтепродукты обсуждался буквально на днях и в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. Руководство страны продолжает прилагать усилия для решения данной проблемы. Сария Кварацхеля, Арина Гухава, Абхазское телевидение.